Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот сегодня у нас какая погода. Со вчерашнего дня у нас снег идет. Сегодня я проснулась рано утром, вышла в 6 утра и кидала снег. А это у нас Арчи. Я Арчи наказала. Ты наказан. Ты маленький хулиган. Ты меня не слушаешься. Ты дома, в тепле, кормим, сытый. У тебя есть туалет дома. Пьешь вкусное козье молоко. Мясом чистым кормим мы тебя. Суп даем. И колбаски кушаешь. Ты у нас все кушаешь. И мне ты в ответ гадишь. Да, ты гадишь. Ты нехороший мальчик. На тебя и дети обиделись. Ты не слушаешь нас. Ты хулиганистый мальчик. Я тебя из деревни привезла, ты там жил в гараже. А здесь дома тепло. Играешь с детьми. Хорошо тебе дома у нас. Но почему-то ты не слушаешься. Мы тебя и вчера наказали. Думали, что ты исправишься. И сегодня вот наказали. Не знаю, надолго ли. Ты не исправился. Вот что он мне утром наделал. Вчера только убирала. Вчера тоже он также безобразничал. Наделал мне вот здесь свои дела. Вчера я все почистила. Сегодня смотрю опять так же. Этот цветок уже придется выбросить. Здесь и почва уже нехорошая. Вот так он мне каждый день что-то творит. Обидно, конечно. Я таких котят никогда не видела, чтобы вот так безобразничали. Елку мы отсюда вытащили, поставила свои цветы. Наверное, мне придется вот этих лишних веток стричь. Вот же столько лишних стеблей. Есть уже новенькие вот. Красивенькие, свеженькие, светло-зелененькие. Вот еще появляются. Вот этих, наверное, надо выстричь. Они уже висят. Арчи пока сюда не лазит. Постоянно под наблюдением здесь. А здесь я немножко положила кусочки от елки. Они очень-очень колючие, но Арчи пока не лазит. Может, и лазит, не вижу. Но, по крайней мере, землю не разбрасывает. Ветки от елки как лежат, так и лежат пока. Который попортил Арчи, цветок придется мне выбросить. У меня еще есть в запасе. Как раз я временно сюда посадила. Вот отростки уже дает. Я, наверное, тот цветок выброшу прямо с землей. Посуду помою, горшочек. И куплю землю и пересажу вот этот цветочек. Это хризантема. Я недавно только их опрыскивала водичкой, чтобы им было лишь
легко дышать. Вот есть маленькие бутончики. Очень люблю хризантему. Запах полыни мне очень нравится. А это моя бегония. Тоже зацвела. Красавица моя. Тоже привезла из деревни. У сестры тоже растет. Взяла маленький кусочек. Отросток отломила она мне. Дала. И видите, как все быстро растет. Наверное, придется в магазине каком-нибудь купить подпорку красивую. И сюда воткнуть. Смотрите, как шатается цветок. Очень нежный цветок. Если сюда Арчи полезет, наверняка сломает. Я приобрела еще вот такой цветок. Это называется рождественская звезда. Вот эти какие-то были бледно-бледно-бледно желтые. Сейчас уже немножко начинает краснеть. Называется цветок рождественская звезда. Это я купила в Магните. У Юльки есть такой цветок. Ей несколько лет тому назад свекровь подарила. У нее вот эти листочки прямо ярко-ярко красные. А это герань у меня. Но герань, конечно, зимой у меня плохо растет. Может, у всех так. Может, только у меня. Придет лето, на улицу посажу. Там вообще хорошо растет. Вот еще такой цветок у меня. Но, конечно, заболел мой цветок. Или Арчи постарался. У меня такого никогда еще не было. Вот пожелтели листья. Я цветочнику Артуру нашему написала. Фотографии отправила. Он, наверное, на работе. Он еще работает. И он мне даст советы, я надеюсь, что мне делать. Эти цветы у меня начинают уже свести. Я их еще зимой пересадила, потому что Арчи тоже дел натворил. Помните, я втыкала здесь зубочистки. Арчи ничего не пугает. Он как лазил, так и лазит. По советам своих любимых подписчиков я сюда стелила фольгу. Я вот сейчас, когда опрыскивала своих вот этих листочков, убрала фольгу, потому что еще думаю, не поэтому ли, не из-за фольги ли у меня вот так цветы начинают гибнуть. Потому что здесь земля не дышит, фольга же не пропускает. Вот поэтому я убрала фольгу. Придется мне свою комнату закрывать, чтобы Арчи сюда не попал. Еще вот второй цветок у меня. То же самое. Желтеет. Тоже начинает цвести. Тоже навтыкала зубочисток. Вот буквально на днях только увидела, что начинает цвести. И каждый день
все больше и больше становится. Очень люблю этот цветок. Скромная, красивая, особенно когда цветы появляются. Эти цветы у меня постоянно цвели. И цветы так долго-долго держались. Вот так сейчас срежу я их. Чтобы они энергию других листочков не забирали. Сейчас буду наблюдать. Арчи сюда пускать не буду. Буду дверь закрывать. Вот такой у нас хулиганистый мальчик. Самый младшенький. Втроем не можем его перевоспитывать. Оставила только хороших, неповрежденных листочков. Сейчас полью. Конечно, удобрение вот сюда надо. Но я не знаю, какое удобрение. Я никогда не удобряю комнатных цветочков. Когда Роза приезжала, она все мне удобряла. И на улице цветы, и домашние цветы. Но хотя не удобряла, все равно они у меня росли. Ну, сейчас зима, наверное, освещения тоже не хватает. У меня дома темновато немножко, особенно в зале, потому что где зал мы еще пристройку построили, поэтому там, конечно, света не хватает. Но ничего, росли же до этого, еще вырастут. Конечно, мне хочется каких-нибудь цветочков купить. Это, наверное, когда я поеду в город. Скоро начнем рассады сажать. Сейчас полью всех цветочков. Чай попьем с детьми и пойдем снег кидать. Нам больше делать нечего. Только снег кидаем. Дома убираемся. Кушать готовим, уроки делаем, стираем, гладим. И снег кидаем. Конечно, с детьми гуляем на улице. Не без этого. Где-то не меньше полчаса мы с детьми выходим на прогулку. Где-то сейчас, если интересно будет. Но я тоже хожу, шаги себе зарабатываю. Роза мне наказала 10 тысяч шагов, чтобы я прошла каждый день. Но иногда времени не хватает. То готовить надо, то убираться надо. За живностью надо смотреть. Стирка, уборка. Все-таки для женщины всегда дома дел очень много. Но я не жалуюсь, мне не тяжело. Самое главное было бы здоровье, а дела привычные они. Ну, конечно, я очень много времени провожу на кухне, готовлю, пеку, особенно когда пеку хлеб. Часто надо там что-то делать.
смотреть за тестом, печь. Сегодня суббота, мы купались в бане вчера. Встретили позавчера Новый год в узком кругу, только троем. Сидели, поели, чай попили. Дети смотрели телевизор. Я сидела на компьютере, как всегда, вот, выпускала комментарии, отвечала на них. Сегодня уже суббота, сегодня снег убирать. Завтра надо приготовиться к школе, приготовить учебники, буду гладить одежды, уроки делать. Вот и все. Каникулы наши прошли. Даже незаметно прошли. Каникулы не только для детей радость, отдых, но и для меня то же самое. Как-то я свободно себя чувствовала. Не надо сильно рано вставать. Если даже встаю, детей не бужу. Выхожу в сарай, ухаживаю за козочками, за курочками. Дети досыта спали, я их не будила. Кому сколько хотелось, столько спали. Им не мешали, не шумели, если даже один пораньше встанет. У них, у обоих свои комнаты, двери закрываются. Ну, конечно, отдыхали, выспались. Дай Бог быть здоровыми, и чтобы они учились хорошо, чтобы они слушались. Дети растут, а мы стареем. Я и стареть не боюсь. Самое главное, лишь бы было здоровье. Да и живем так же, как жили. Новостей никаких нет. Но и плохих тоже не ждем. Если новости будут, только пусть будут хорошими. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Желаю вам всем самое главное здоровья, удачи, семейного благополучия, успехов, много-много радостных дней. И чтобы вы в этом году не огорчались, не расстраивались и не болели. Всем пока-пока. До следующей встречи.